Федеральные трассы Ингушетии подготовлены к работе на предстоящий зимний период на 100%, сообщил глава республики Махмуд Али Калиматов в своем телеграм-канале. Для содержания дорог будут задействованы 30 единиц техники, комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, экскаваторы и погрузчики, бульдозеры, колесные тракторы, а также противогололедные материалы. Вся дорожная техника оснащена бортовыми терминалами системы ГЛОНАСС. Кроме того, будет организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц и механизаторов. С 22 по 25 ноября в Санкт-Петербургском доме национальности будет работать выставка «Ингушский национальный костюм. Возрождение традиций», подготовленная Музеем изобразительных искусств при поддержке Министерства культуры Республики. Жители и гости северной столицы увидят работы 20 мастеров живописи и декоративно-прикладного искусства ингушского народа. Выставка приурочена к столетию ингушской государственности. Сотрудники Джайрахско-Асинского музея-заповедника обнаружили на территории архитектурного комплекса Лялах 3 прежде неучтенных подземных склепа. Находка была сделана в ходе инспекционного выезда. Сохранность 2 усыпальниц оценивается как относительно хорошая. 3-й склеп находится в руинированном состоянии. Отмечается, что в ближайшее время обнаруженные усыпальницы будут включены в перечень выявленных объектов культурного наследия Ингушетии и введены в научный оборот. Правительство продолжает поддерживать российских производителей, прежде всего высокотехнологичных изделий собственной разработки. Из резервного фонда будет направлено 18,5 миллиардов рублей на субсидирование льготных кредитов производителей электронной техники, а всего за 3 года будет выделено около 30 миллиардов. Решение позволит продолжить субсидирование ранее выданных льготных кредитов по ставке до 5% годовых, укрепить финансовую стабильность отрасли и нарастить выпуск современной высокотехнологичной продукции. Максимальный размер кредита составляет 100 миллиардов рублей. Срок действия кредитного договора до 5 лет. Владельцы автомобилей смогут зарегистрировать машины без предоставления страхового полиса ОСАГО. Кроме этого, в административный регламент вносятся изменения, предусматривающие необходимость проведения осмотра автомобилей при оформлении паспортов транспортных средств в отношении несостоящих на госучете авто, либо в отношении состоящих на госучете транспортных средств взамен регистрационных документов, установленных и выданных до 1993 года, и порядка снятия с госучета транспортных средств после их гибели или уничтожения. Активность мошенников выросла на 30% в преддверии сезона распродаж и «Черной пятницы», которая традиционно состоится в конце ноября, рассказали в ВТБ. Пресс-служба отмечает, что злоумышленники используют различные методы обмана, в основном в социальных сетях и мессенджерах. Так, они создают поддельные сайты магазинов, которые внешне идентичны известным брендам, и предлагают товары с большими скидками с целью кражи данных банковских карт или сбора оплаты за несуществующие товары. Также они рассылают фальшивые рекламные предложения и ложные ссылки на предзаказ товаров со скидкой, чтобы получить доступ к банковским картам и счетам клиентов. Кроме того, мошенники размещают объявления о суперскидках в мессенджерах, включая закрытые чаты. Госдума в первом чтении приняла законопроект, который позволяет Росфинмониторингу скрывать свои запросы в ЕГРН и получать сведения о недвижимости без ведома собственника. Согласно документу, изменения вносятся в статью 62 Закона о государственной регистрации недвижимости. Сейчас в соответствии с данной нормой собственник может получить информацию о лицах, которые запрашивали у Росреестра данные о его объектах недвижимости. В то же время владелец не увидит запросы правоохранительных органов. Это предусматривает закон об оперативно-розыскной деятельности. Уточняется, что аналогичное регулирование предлагается предусмотреть для запросов Росфинмониторинга.